По распоряжению главы государства следующий 2018 год объявлен годом добровольца. Статистика изучения гражданского общества в предыдущие годы неумолимо свидетельствует о малой вовлеченности россиян в волонтерство. Всего 11% населения называют эту деятельность важной частью своей жизни. Больше интересуются деятельностью добровольцев люди с высшим образованием, меньше – люди старше 60 лет и домохозяйки. Подавляющая часть населения, а это около 93%, считает, что проблемами людей должно заниматься правительство, и только 7% выступают за то, чтобы эти проблемы активно решали некоммерческие организации и добровольцы. Важнейшая совместная задача правительства и населения в наступающем году волонтера – изменить эту негативную общественную установку. Для этого надо создавать информационные поводы и рассказывать людям, кто такие волонтеры, чем они занимаются, почему бескорыстно помогают и как волонтерство влияет на их жизнь. Развитие волонтерского движения, оно еще обусловлено и тем, что это одно из передовых направлений молодежной политики. Сейчас растет очень активная, живая и действительно целеустремленная молодежь. И поскольку у них сумасшедший запас энергии, всю эту энергию они с удовольствием прикладывают в мирное, доброе и очень полезное русло. Наверное, поэтому в городе так много волонтеров. Сегодня у нас в зале их сидит более 150. И это не все волонтеры нашего города. Это те, кто сегодня смог поместиться в стенах Дома молодежи «Мир». На самом деле их гораздо больше. Добрых дел много ведь не бывает, и для каждого всегда найдется задача. Несмотря на плачевную обстановку в устоявшихся мнениях граждан о всеобязанности государства в решении человеческих проблем, в нашем городе волонтерство, особенно в последние годы, развивается семимильными шагами. Это доказал прошедший в Доме молодежи слет волонтерам, на котором глава администрации Сибая отметил планы по развитию волонтерских движений в городе. Еще один момент хочу отметить. Когда я приступил к работе, спросил, а были ли из наших волонтеров, кто был в Сочи? Оказалось, что нет. То есть, почему? Потому что нужен английский язык. Поэтому, значит, я уже ставлю себе задачу, что мы должны именно с волонтерами, в том числе, вплотную работать над изучением языка для того, чтобы участвовать уже в международных наших мероприятиях. На мероприятии также присутствовал заместитель министра по молодежной политике и спорту Республики Башкортостан Руслан Хабибов, который осветил планы по развитию молодежного движения в регионе и задал студентам и школьникам новый курс в их деятельности. Это одно из ключевых направлений реализации государственной молодежной политики на сегодняшний день. И то, что именно в Сибае мы сегодня открываем этот год в рамках городского фестиваля, это, конечно, безусловно, очень здорово. На сегодняшний день в Республике Башкортостан волонтерами у нас является более 10 тысяч молодых людей, 175 волонтерских центров, объединений, различных ячеек. В основном они действуют на базе крупных наших вузов, но и, безусловно, в крупных муниципальных образованиях. Надо отметить, что успешный был для нас 2017 год. Буквально недавно состоялся фестиваль, который прошел в Москве. «Доброволец России 2017». 4 наших участников от республики заняли призовые места, 31 представитель от республики принимал участие в этом мероприятии, где вообще участвовали все субъекты Российской Федерации. На слете были отмечены лучшие добровольцы города и люди, помогающие этому направлению активно развиваться. Все волонтерские организации, созданные на базе городских учебных заведений, действительно по-семейному поддерживают друг друга, вдохновляются товарищескими выступлениями, отмечают для себя новые направления развития. Я, в принципе, очень открытый сама по себе человек. Я люблю общаться с людьми. Мне нравится ходить там к бабушкам и дедушкам. Мне больше нравится с детьми работать и с людьми пожилого возраста уже. Я развиваюсь там, я познаю что-то новое и пытаюсь помочь людям, и это очень здорово. Просто хочется помогать всем. Так ничего не дает, просто помогать хочу. Несмотря на возникающие трудности, ребята горят энтузиазмом, воспитывают в себе человека и заражают этим окружающих. Большое сердце и безвозмездная отдача в общественной работе – причина прийти к людям на помощь и сказать «Я с вами». Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.